Друзья, здравствуйте! Сегодня с нами в разговоре принимают участие Иван Александрович Токмаков, директор Центра народного творчества и повышения квалификации, и Якунина Лариса Александровна, гость нашего учреждения и постоянный партнер. Сегодня мы поговорим о стратегии культурно-досуговых учреждений. А что это такое, нам расскажут мои собеседники. Иван Александрович, что такое стратегия, для кого она, для чего она нужна? Все очень просто. Стратегия развития культурно-досуговых учреждений – это образ отрасли культуры Республики Коми и система достижения желаемых результатов, которую мы пытаемся создать и реализовать. Как выглядит в этом отношении сегодня ситуация в Российской Федерации и в Республике Коми? Дело в том, что сегодня есть, точнее, в 2016 году появилась стратегия культурной политики Российской Федерации до 2030 года. В 2019 году появилась стратегия развития культуры и туризма Республики Коми, а также программа социально-экономического развития. То есть на федеральном уровне, на республиканском уровне есть понимание проблематики и есть целеполагание, даже есть конкретные целевые результаты, к которым мы должны стремиться. Ну вот получается, что дело за малым, нет понимания на уровне муниципалитетов и на уровне культурно-досуговых учреждений. Так вот, стратегия развития культурно-досуговых учреждений Республики Коми – это как раз и есть вот этот уровень реализации стратегий российского и республиканского уровня. А на каком этапе сейчас находится разработка этого документа? На сегодняшний день есть проект стратегии, который разрабатывался коллегами, наверное, несколько лет назад. На сегодняшний день есть, как я уже сказал, проблематика и целеполагание, а также на сегодняшний день вот вместе с коллегами, с коллективом Центра народного творчества и повышения квалификации разработаны инструменты для того, чтобы эту стратегию можно было применять на местах. Ну и есть совершенно точные, конкретные планы на будущее. Это, если говорить очень сжато, республиканское совещание директоров, которое состоится 17-18 ноября, где мы планируем начать практическое применение стратегии на местах. И есть съезд отрасли культуры, который запланирован на март будущего года, где мы планируем приступить, собственно, к созданию документа. Иван Александрович, вы упомянули об инструментах стратегии. Мы можем уже сейчас сказать, какие конкретно будут инструменты применяться при разработке и при реализации стратегии? Конечно, подробно об этом не рассказать в формате интервью. Об этом мы будем подробно говорить на совещании директоров в ноябре, которое состоится первый день в концертном зале Сыктывкар, второй день в этнопарке. Но если просто приоткрыть завесу этой тайны, то можно обозначить, наверное, несколько инструментов. Первый инструмент – это анализ территории и распределение задач на территории между учреждениями. Следующий инструмент – это паспорт культурно-досугового учреждения как идеальный его образ и паспорт навыков специалистов, а также индивидуальный маршрут развития специалистов в рамках этого паспорта навыков. Это модельные стандарты учреждений культуры, кластеризация как обеспечение этого процесса ресурсами. Спасибо. Лариса Александровна, на вас возложена такая ответственность быть первопроходцем в реализации этого документа, и вы немножко уже в курсе этого документа. Вот каково ваше мнение об этом проекте? Во-первых, общество меняется, с ним меняемся мы, и, конечно, культурно-досуговые учреждения тоже должны меняться, естественно. Мы немножечко работаем еще по старому формату. Естественно, все, что касается изменений, я с удовольствием принимаю для своего учреждения, для своего села, потому что село у нас небольшое, село у нас молодежное, Зеленец. И естественно, что любые изменения у нас, наверное, пойдут на ура, смотря какие изменения это будут. Поэтому нам самим интересно, как это у нас пойдет и дальше вот эта работа.
реализации этого проекта. Ну, могу рассказать, с чего мы начали. Пока естественно, мы начинаем с того, что опрашиваем наших потенциальных посетителей, да, Дома культуры. Что они хотят, какие они видят изменения. Ну, так как у нас население, в принципе, небольшое, 2000 с лишним человек в самом селе, плюс еще если деревни подключить, мы их подключаем тоже активно, около 3000 населения человек, то обхват, в принципе, нашего Дома культуры населения получается 8-9%. Я считаю, что у нас, в принципе, высокий обхват, но что бы нам хотелось изменить? Нам хотелось бы увеличить количество посещения именно молодежи. А это вот именно, может быть, вот эта стратегия, вот это изменение и поможет нам привлечь больше к нам молодежи. А так как немножко просело культурное пространство в связи с ковидом, да, то мы немножечко потеряли часть населения возрастного, да, потому что они не ходят, они боятся. Вот тут нам надо уже наполнить тем более молодым населением. Как вы восприняли предложение наше стать пилотной территорией? Я говорю, что мы всегда, у меня и коллектив молодежный, и село молодежное, поэтому мы с удовольствием воспринимаем все изменения. Конечно, хотелось бы каких-то улучшений, конкретных, практических улучшений. Не просто это разговоры, чтобы это осталось на бумаге, а именно действительно, чтобы пошел какой-то процесс развития. Лариса Александровна немножко скромничает и не рассказывает нам про то, что в проекте пилотном принимает участие и администрация сельского поселения Зеленец. Расскажите про это. Ну, мы еще я не могу еще сказать, что прямо принимают участие. Естественно, мы очень плотно взаимодействуем со всеми учреждениями села. Село, оно, конечно, всегда отличается от города. В селе мы все друг друга знаем. Поэтому мы сами заинтересованы в том, чтобы люди были чем-то заняты, чтобы людям было интересно, чтобы в селе у нас было уютно, тепло, весело, и чтобы отсюда молодежь у нас не утекала, наши творческие умы не уезжали, а хотелось, чтобы оставались они в нашем селе. Конечно, мы будем плотно работать с администрацией, с общественными организациями, со всеми учреждениями нашего села. У нас тут плюс есть в том, что у нас не так много культурных, ну, досуговых именно учреждений. Культурно-досуговые вообще одно, образовательные больше культурные идут. Да? Там они другие цели и задачи себе ставят. А именно культурно-досуговое у нас одно, поэтому мы тут в приоритете. И нам, может быть, тут будет легче все это организовать. Естественно, мы привлечем всех активистов села. Люди у нас очень активные, интересные. Я так думаю, дело пойдет. Ну, тут речь не только про село, то есть мы планируем привлечь вот в рамках кластеризации, да, отрасли, планируем привлечь и какие-то предприятия, каких-то предпринимателей, смежные структуры, там, в общем, использовать междисциплинарный подход, это первое. И второе, мы все-таки подходим к этому вопросу, к вопросу анализа территории и целеполагания комплексно и рассчитываем, что вот в формате всей территории Зеленца мы сможем понять, где какие точки притяжения есть, где какие потоки существуют человеческие, где и почему люди встречаются чаще. Да? Ну вот вникнуть в эти процессы и, исходя из этого, уже определиться, какие формы работы им нужны. И опробировать. Да. Спасибо. Очень интересный документ впереди нас ожидает. О том, как будет реализовываться и как будет вестись работа по этому документу, мы расскажем в других интервью. И еще одна фраза, которую хотел добавить, это мы открыты к взаимодействию, и если на этом этапе кто-то из коллег пожелает уже сегодня подключиться, принять участие и стать тоже пилотными площадками, мы будем только рады. Спасибо, Иван Александрович. Спасибо, Лариса Александровна. Спасибо, Ольга До новых Ивановна. встреч.